Надо полагать, что закончилось последнее заседание по так называемому делу Умерова. Хочу сказать, что я не изменил своим убеждениям, не собираюсь им изменять. Я считаю Крым территорией Украины. Считаю, что уголовное дело в отношении меня было полностью сфабриковано, а оно так и есть на самом деле. И любой обвинительный приговор мы будем обжаловать в судах следующей инстанции для того, чтобы накопить материал для международных судов. Не скрою, что мы исходили из приблизительно такого приговора. Прогноз был 3 года, но вот фантазия обвинителя, ну и тех, кто за ним стоит, добавила еще полгода, 3,6 года условно. Мы будем его, конечно, обжаловать, это единственная цель и, собственно говоря, наше отношение к нему. Иллюзий мы никаких не питаем, это будет обвинительный приговор, несмотря на убедительность наших выступлений в прениях сторон, всех защитников. Я думаю, приговоры пишутся не в судах, ни для кого не открою секрет. И поэтому демонстративный характер этого приговора он остается. Могли, так сказать, для запугивания, для усиления эффекта, конечно, отправить инвалида Умерова, так сказать, ненадолго в тюрьму. Я думаю, что мы избежали этой опасности ровно в прошлом году, когда международная поддержка, публичность этого дела в августе-сентябре 2016 года создала в известном смысле некую преграду против такого репрессивного приговора. И в остальном, конечно, власть маневрировала с тем, чтобы изобразить открытый процесс, доступный процесс, процесс, который соблюдает формальности. Но, тем не менее, приговор предсказуем, и с этой точки зрения мы считаем, что достигнута главная цель, сам Ильмим Умеров спасен, так сказать, выиграть политическое дело в России невозможно. Потому что это имманентная сущность нынешнего режима в России, отсутствие независимой судебной системы. И именно такие обвинительные приговоры только и могут быть по политическим делам.